Saygılı Gagavuz Dili kursuna katılan öğrenciler, kişiler selamlıyorum sizi. Akşamınız hayır olsun. Bugün pazar günü sentyabrinin 3'ü. Bugün sizinden 14. öğretimiz var. Burada hem tekrar yapacağız hem de ilerleyeceğiz biraz. Dostlar, bakalım. 14. öğreti. 13. öğretide biz sizinle притяжательные местоимения geçtik dostlar. Bir tablo var. Baksanız göreceğiniz o tabloyu kim bilmeyer açın 13. öğretiyi da tekrarlayın. Burada şimdi biz çok azıcık tekrarlayacağız. Bakalım. Benim anam. Benim evim. Bakın dostlar. Benim büyüklen yaptım. Ana sözün kökü. Моя мать. Моя мать. Ana, мать. Корень слова она. Benim anam. Видите, да? И посмотрите, если слово заканчивается на консон, на согласное, эв, да? Benim evim. Гармония гласных, помните? И значит и придет. Evim, склеивающее, да? Тут нет склеивающей. Benim anam. Benim evim. Дальше. Senin. Ага. Вот тут не пропустили. Senin anan. Senin anan. Senin evin. Видите, да, друзья? Н везде. Если слово заканчивается на согласное, на вокал, только одна буква присоединяется. Senin anan. Benim anam. А если слово заканчивается на консон, эв, senin evin. Видите, опять не повторяется. Дальше. Onun, его. Onun anası. Слово заканчивается на вокал, аффикс «сы». И onun еви. Смотрите. Просто вот. Посмотрите, как тут, да? Onun еви. Дальше. Bizim, наш. Bizim anamız. Опять слово, корень слова она и аффикс мыз. Вот они, эти буквы тут есть, да? Bizim anamız. Bizim evimiz. Evimiz. По гармонии гласных, да? Sizin ananız. И sizin eviniz. Ваш дом. Onların anası. Как и в данном случае, тут единственное число, а тут же множественное число, да? Onların anası, onların evi. Повторяется, видите? Надеюсь, друзья, поняли. Наши детки, иногда русскоязычные детки, которые учат гагаузский язык, в данных моделях делают ошибки. Поэтому не излишне послушайте деткам данный урок. Идемте дальше. Teksti okuyalım. Teksti okuyalım. Ben Светланa'yım. Uşak doktoruyum. Вместе со мной читаем, да, друзья? Вместе со мной произносим, читаем. Özel klinikada işlerim. Özel klinikada işlerim. Burası benim odam. Обратите внимание. А тут что у нас, друзья? Özel klinikada nerede? Да, де. Аффикс. Nerede? Klinikada. İşlerim. Nerede? Где работаю? В частной клинике работаю. Я работаю. Это Светлана говорит, да? Светлана говорит, я Светлана. Я
Детский доктор. Тут слова я нет, но вот это вот юм говорит о том, что это она говорит о себе. Uşak doktoruyum. Я детский доктор. Özel klinikada işlerim. Работаю в частной клинике. Burası benim odam. Это мой кабинет. Ода. Если это дома, это комната, а если это на работе, это может быть кабинет. Bu uşacık benim hastam. Bu uşacık benim hastam. Этот ребеночек мой клиент. Мой пациент в данном случае, да? Мой пациент. Обратите внимание, benim hastam. Мой пациент. Onun adı Demir. Его зовут Демир. Demir дума oldu. У Демира случился насморк. Дума, насморк, когда нос забит, друзья. Дума, насморк. Дума, насморк. Запишите, пожалуйста. У Демира случился насморк. Demir'in anası odada yok. Обратите внимание, kimin, Demir'in, чей? Мать, чья мать? Demir'in anası. Demir'in anası, мать Демира, нет в кабинете. Матери Демира нет в кабинете, да? Demir'in anası odada yok. Nerede, где? Odada. O hayatta. Она в коридоре. O hayatta. Она в коридоре. Demir ağlamır. Демир не плачет. Вот, друзья. Ağlama. Помните, мы ставим повелительную форму глагола. Ağla. Плачь. Ağlama. Не плачь. И вот ağlama. Вот тут должно быть а, да? И когда это повелительная форма, отрицательная повелительная форма глагола, если мы ее ставим в настоящее время, то будет это а у нас превращается в плюс аффикс настоящего времени р. И получается у нас Демир ağlamır. Поняли, да, друзья? Помним даже еще, что когда в повелительной форме отрицательные, значит, глаголы, они всегда пишутся с двумя или с двумя е. Помним, да, друзья? Потому что закончится или на ма, или на ме отрицательные глаголы, повелительные, да? Bakma, gülme, sesleme. И вот вместе или а у нас получается в случае, если а, и е в случае, если повелительная форма глагола отрицательная заканчивается на Думаю, что поняли. Вспомнили, вернее. А кто не вспомнил, посмотрите, пожалуйста, уроки, которые были у нас раньше. Biz Demir'le pekisla anlaşırız. Biz Demir'le pekisla anlaşırız. Обратите внимание, как пишется слово «исля». Два да, друзья? И мы с Демиром очень хорошо аннашерес. Договариваемся, дружим, можно сказать, да? Договорились мы с ним, чтобы он не плакал, да? Аннашерес. Аннаш, повелительная форма глагола, заканчивается на ш, то есть на консон, поэтому у нас добавляется только один р, аффикс настоящего времени, плюс аффикс еще и из, потому что у нас тут есть biz. Поняли, да, друзья? Biz Demir'le pekisla anlaşırız. Дальше. Benim iş günüm saat 8'de başlar. Saat 6'da da biter.
Посмотрим. Мой рабочий день. İş günüm, рабочий день. Начинается в 8 часов. Заканчивается в 6 часов. А заканчивается в 6 часов. И заканчивается, вот это да? И заканчивается в 6 часов. Benim günüm. Обратили внимание, да? Başlar. Ставим в повелительную форму глагола башла, начинай, да? Башла. Значит, заканчивается на поэтому у нас превращается в и дополнительно аффикс настоящего времени и получается башлер, 2 А посмотрите, как тут у нас битер заканчивается. Повелительную форму глагола ставим бить, заканчивайся, бить. И плюс аффикс ер. Ер, потому что тут у нас по гармонии гласных должно быть е, а не Бить, битер. Одна потому что повелительная форма глагола этого, глагола заканчивается на консон. Поняли? Sizin de doktorunuz var mı? Sizin de doktorunuz var mı? Bakın sizin doktorunuz. Доктор корень слова. Вот. Унус, doktorunuz var mı? У вас есть доктор? Свой доктор. Ben kendi işimi pek severim. Я очень люблю свою работу. Kendi işimi, свою, benim işim, да, друзья? Benim işim, ben kendi işimi pek severim. Сев, корень слова, корень глагола, повелительная форма глагола, заканчивается на консон, поэтому только один Северим. Поняли? Идемте дальше. Doğru lafı seçin. Altını çizin. Друзья, тут вот существительные в разных, формах даны. Тут одно предложение. Нам нужно понять, вот это правильное слово или это, какая форма правильнее. То есть мы обращаем внимание на притяжательное местоимение, друзья. Benim babam адвокат. Мой папа адвокат. Benim babam правильно или benim baban? Правильно, друзья. Правильный вариант. Снизу чертим ручкой. Правильный вариант, конечно, будет benim babam. Далее я вам подсказывать не стану, просто прочту, переведу, а вы сами уже по той таблице, которую я прошла, если вам непонятно, еще раз посмотрите, послушайте, и это домашнее задание делаем сами. Onların evi pek büyük. Их дом очень большой или велик. Sizin odasınızda компьютер var mı? Найдите правильный вариант, друзья. Demir'in kardeşin или kardeşi öğrenici. Demir'in kardeşin или kardeşi öğretici. Значит, брат. Братик Демира – учитель. Младший брат, да? Bizim классımızda или классınızda, классınızda должно быть, а то вообще запутаетесь. Классınızda. Михаил Керим Патреди var. Найдите правильный вариант, подчеркните. Senin evin
Senin evin nerede? Где твой дом? Где твой дом? Надеюсь, поняли, и надеюсь, вам это совсем не сложно. Давайте тоже тут вставим нужные аффиксы, друзья. Bugün senin kursun var mı? Senin kursun. Друзья, сегодня у тебя есть курс? Сегодня у тебя есть курс. Bugün senin kursun var mı? Например, курс языка, да? Или же чего-то другого. Дальше. Senin baba nerede çalışır? Где работает твой отец? Друзья, вот сюда одна буква нужна, да, друзья? Senin baban nerede çalışır? Где работает твой отец? Друзья, я постараюсь вам не подсказывать, чтобы вы сами уже, потому что мы только что повторили вверху. Biz ev üniversitede pek uzak. Наш дом очень далек по отношению университета, от университета, да, скажем так. Sen üretici soruş veririm. Senin, друзья, да, будет? Senin üreticine soruş veririm. Спрашиваю. Даю вопрос, задаю вопрос твоему учителю. O babam araba bakar. O babamın arabasına bakar, друзья. Babamın arabasına bakar. Он смотрит на машину моего отца. Он или она не имеет значения, да? O babamın, benim babamın, моего отца, да? Он смотрит на машину моего отца. Onların bahçesinde havuz var. Havuzun yerine dostlar ne diyeceğiz? Havuz. Baseyna. Onların bahçesinde бассейна var. В их, значит, в их дворе есть бассейн. Дальше. Denizin Lelusu çadır да, вот сюда еще точки сделаем. Çadırda oturur. Deniz Лелю çadır oturur. Значит, тетя Дениза, да, Denizin Лелюсу. Тетя Дениза. Denizin Лелюсу. Çadırda oturur. Тетя Дениза живет в çadırе. Çadırda nerede? Çadırda. Senin kompüterinde oyun var mı? Sen будет пойдет на senin, да, друзья? Senin kompüterinde oyun var mı? Sizin üreticiniz Gagauzca bilir mi? Sizin üreticiniz ваш учитель. Sizin üreticiniz Gagauzca bilir mi?
ваш учитель знает по-гагаузски? Sevdanın dişi acıyor. Sevdanın dişi acıyor. У Севды болит зуб. Sevdanın dişi. Зуб Севды, да? Зуб Севды болит. Sevdanın dişi, да? Onun dişi, да, друзья? Onun dişi. Sevdanın dişi. Поняли, да? Ben benim, друзья, да, будет? Ben переходит на benim, мой. Benim alnım, мой лоб. Мой лоб узок. Benim alnım dar. Alnı, лоб, корень, да, alnı. И еще аффикс м. Benim alnım dar. Немножко сложный для вас, но вы вставьте и прочтите несколько раз, чтобы у ваши уши, чтобы ушам привыкнуть немного. Идемте дальше. Doğru cümleyi kurun. Okla birleştirin. Aşağıdaki şunları silelim dostlar. Silelim bunu. Bu altı da burada lazım olsun. Doğru cümleyi kurun. Okla birleştirin. Benim. И смотрите, тут два столбика, друзья. Benim. И нужно найти правильную часть. Ну, помним, да? Если на «ме», нужно найти что-то тут, чтобы было на «ме», да, друзья? Давайте посмотрим, что тут у нас заканчивается на «ме». А вот сачым. Benim saçım sarı. Дополните еще, запишите, друзья. Вставьте необходимое слово, необходимую, ну, не знаю, что может быть там прилагательное в данном случае, да? Benim saçım sarı. Benim saçım. Мой волос желтый. Дальше. Bizim, если на «ме», значит, тоже должно быть «ме». Bizim. Еще и там «имиз» должно быть, да? Evimiz. Видите? Bizim evimiz büyük. Наш дом большой. Или же bizim evimiz küçük. Наш дом маленький. Дальше. Sizin. Опять множественное число, да? Sizin. И смотрим. Sizin adınız. Вот тут, друзья, смотрите. Sizin adınız. Sizin adınız. И sizin adınız. Коля ми? Ваше имя Коля, например. Спрашиваем, да? Не знаем, спрашиваем. Sizin adınız Коля mi? Ваше имя Коля. Onun. Посмотрим onun. Помним, когда onun идет, да? Амуджасы. Вот посмотрите. И вот дядя со стороны папы. Вот корень слова амуджа. И помним, наверху я говорила, да, где повторяли амуджа. Если слово заканчивается на вокал, то идет просто аффикс «с». Onun amcası Üsek или onun amcası Balaban. Onun amcası Kurgaf. Худощавый. Кургав худощавый. Onun amcası Balaban высокий. Onun amcası Хаста, больной, его дядя больной. И onların, исправим, друзья, тут onların arabası bozuk mu? Их машина не испорчена. Их машина неисправна, хотела сказать. Их машина испорчена, поломана, бозук. Их машина поломана. Senin, посмотрим, senin кардашин. Друзья, подправьте, пожалуйста. Senin кардашин акыллы, допустим, да?
Твой брат, mладший брат, умен, umный. Senin kardeşin akıllı. И Todur'un. Todur'un odaları ikinci katta. На втором этаже. Тодур'un odaları ikinci katta. Комнаты Тодура на втором этаже. Надеюсь, поняли, друзья. Прочитайте несколько раз, чтобы привыкнуть к этим формам. И вот тут такая игра, друзья. Посмотрим. Aşağıdaki resimlere bakalım. Bir resim seçelim. Bu resmi birbirimize daha doğrusu birbirimize anlatalım. Hangi resim bu? Soralım. Значит, выбираем одну из картиночек, рассказываем друг другу об этой картинке и спрашиваем, какая это картинка. То есть вы должны понимать, о какой картинке идет речь. Давайте я сейчас читаю. Я üretici и öğrenici. Да? Üretici. Подправьте, друзья. И öğrenici. Üretici. Значит, üretici А, а öğrenici Б, да? Я читаю, вы слушайте и смотрим, о какой картинке я говорю. Ben genç babayım. Benim 2 uşağım var. Uşaklarım küçük. Yeşim kurgav, uzun boylu. Ben, karım hem uşaklarım bahçede geziniriz. Öğrenici diyor. Birinci resim. Bunu gösteriyor. Birinci resim. Öğretici diyor. Doğru. Şimdi de sen bana anlat. Şimdi rolleri değişiyoruz. Siz de yandaki dostunuza bir aile için anlatırsınız. Ya da bunun için bu daha kısa. Yanınızdaki uşak da savaşır anlama. Hangi resim için laf gidiyor burada. Şimdi bakalım burada dostlar ne var? Devlet, страна, millet, nationalность, dil adları. Dil adları, названия языков. Böyle bir tablo görüyoruz dostlar. Böyle bir tablo var. Moldova devlet adı Moldova. Millet adı Moldovan. Dil Moldovanca. Moldovan dili. Devlet Bulgarya. Millet Bulgar. Dil Bulgarca, Bulgar dili. Dostlar bu ortaya girdi. Buna bakmayalım. Öteye doğru bakalım tablomuza. Bunu bir türlü ben yerleştiremedim. Hep kaçtı bu. Ortaya girdi. Devlet adı Ukrayna. Millet adı Ukraynalı. Dil Ukrayinca, Ukrayna dili. Gürcistan. Gürcistan. Devlet adı Gruzya. Gürcü, Gruzin. Gürcüce, по-грузински. Gürcü dili, Gruzinski yazık. Dostlar Gürcü lafı bizim 1973. yılda sözlüğümüzde var. Ona göre Gürcü lafını biz burada Gürcü kullanırız. Gruzin demiyoruz. Çünkü bu laf bizde var. Birazcık değişik manada. Gürcü zengin manasında. Ama biliyoruz hani zengin varmış, bir Gürcü zenginmiş, sonra yani daha doğrusu böyle fazla
familya var bizde bilirsiniz. Fazlı da faslıdan gelir. Fastan olan adam. Hem de fazlı доброжелательный manasında dostlar var. Доброжелательный. Yani burada teble var nasıl anlama yani. O kişi oradan birkaç kişi varmış. Onların karakterine göre laf almış. Yani, nişanlık olmuş millet adı. Fazlı, доброжелательный ama faslı demek. То есть из Фаса. Из Фаса. Strana Fas. Burada da öyle dostlar. Zengin varmış. Gürcü zengin manasında kullanılıyor bizim sözlüğümüzde. 73. yılda çıkan sözlüğümüzde. Gürcistan, Gruzya. Gürcü, Gruzin. Gürcüce, по-грузински. Gürcü dili, Gruzin dili. Rusya. Rus. Rusça. Rus dili. İngiltere. İngiltere. Anglia. İngiliz. Angliçanin. İngilizce. Английский язык. İngiliz dili. Английский язык. İngilizce по-английски. И последнее. Казахстан. Казахистан. Kazak. Devlet dili Kazakistan. Millet adı Kazak. Kazakça. Kazak dili. Все понятно. Хочу остановиться вот тут еще. Bizde 5 almada İngiliz familyalar var dostlar. Familya İngiliz. İngiliz означает англичанин. Bizde o türlü familyalar var biliriz. Var Sırp. Sırp'tan gelir Sırp. Serb. Arnavut. Bulgar. Moldovan. Greko. İngiliz. Frangu. Fransız. Frangu. İngiliz. Angliçanin. Gagavuzlarda millet bildiren familyalar var. Biri de bu. Ona göre biz İngiliz diline English demeyelim. O bizim antroponimikamızda, bizim laflarımızda var. Ona göre biz İngiliz lafını kullanırız. İngiliz dili diyeriz. Ama devlet adını da İngiltere varnası götürelim. Çünkü alalım. Çünkü lafımız İngiliz var. Ona göre de İngiltere varnası kullanalım. Ben teklif ederim öteye doğru. Allah bilir nasıl olacak. Öğrenici bilgi formu dostlar. Bu formu doldurun. Adı, familyası, devleti, milleti, ana dili, yabancı dilleri, kaç yabancı dil bilir. Zanaatı, должность или профессия, adresi, telefon numeri, hobileri. Sanırım hani burada hepsini anladınız. Bu formu doldurun dostlar. Bakalım ne kaldı aşağıda. Aşağıda yeni laflarımız var. Savaşın yukarıdan yazma. Laf sandığı yemekler hem mahsullar. Еда и продукты. Манджа. Манджа, друзья. Второе блюдо, которое едят в основном вилкой. Манджа. Манджа. Картофель манджасы, картофельное рагу. Lahana mancası, kapusняк. Суvanlı mancası, лучной манджа, да? Лучное блюдо. Второе. Из лука сделанное лучное. Из лука. Луковое, друзья. Луковое. Луковое. Патладжан манджасы. То есть манджа, где есть помидоры, морпатладжан, синие, перец и так далее. Гагаузы знают патладжан манджасы, помидорный соус, скажем, да. Фасюля, фасоль. Булгур, булгур, крупа. С крупы, то есть манджа из крупы. То есть второе блюдо называется булгур. Булгур это и продукт, то есть сырой. И булгур одновременно еще и уже готовая еда. Да? Мамалыга.
Kavrulmuş biber. Kavrulmuş biber. Значит, перец, жареный перец. Каурма. Каурма. Каурма это в основном делают из барашка, да? Жаркое из барашка, да? Каурма. Каурмак от слова жарить. Видите? Каурулмуш. Жареный перец. Каурма, то есть нечто зажаренное. В основном, как я сказала выше, это жаркое из баранины. Идемте дальше. Чорбалар. Супы. Первое блюдо, да? Kesme çorbası. Kesme çorbası. Чорба – суп, да? Это собирательное слово. И тут уже разновидности супов идут, да? Kesme çorbası – это лапша. Домашний, где дома готовят kesme. То есть из теста делают маленькие макаронки. Erişte, kesme. Kesme çorbası. Süt çorbası – молочный суп. Lahana çorbası – борщ. Balık çorbası – уха. Пилить çorbası – суп из цыпленка, то есть молодого. Мерджимек çorbası – суп из чечевицы, чечевичный суп. Сюш. Друзья, сюш – это отварное. Сюш тавук. Сюш тавук. Отварная курица. Сюш картофель. Отварная картошка, да, есть такое. И тут уже у нас идет пиде, кывырма. Пиде и кывырма – это одно и то же блюдо. В Волконежском районе пиде, а в Камрадском, Чедерлунском кывырма или кырма есть еще вариант, но это идет от кывырма, то есть от слова кывырма, гнуть. Кывырма. Кывырма – это из теста, блюдо из теста, которое готовится в духовке, и оно бывает, значит, пинерле, то есть из сыра, может быть из тыквы, кабаклы кывырма, кабаклы пиде, может быть из, значит, брынзы, и каймаклы еще, и сметана. Дальше. Масуллар, продукты, молочные продукты. Süt, молоко. Yoğurt, кефир. Peynir, сыр. Брынза, то есть. Нур, это тоже разновидность, значит, первое молоко отелившегося животного, коровы, да? Нур называется, первое молоко, оно густое. Уйнук, тоже вид простокваша, вернее, уйнук простокваша. И ищемик – это творог. Ищемик – творог. Sütlü misir или sütlü папшой. Это будет, значит, кукуруза, молодая кукуруза, которую мы варим, да, молочная кукуруза. Значит, sütlü misir и sütlü папшой, то же самое. Коврик. Коврик, друзья, коврик – это сладкое. Бублики какие-то, да, бублики такие длинные. Не круглые, а длинные. Коврик. Геврек еще есть, геврек. Хрустики. Бал и татлы – это варенье. В Волконежском районе говорят бал, алма балы, армуд балы, вишня балы. А в Камрате говорят татлы на варенье. Борщ, квас. Боза раньше, даже у нас есть фамилия Бозаджи, раньше готовили из, значит, пшеницы, боза. Оно немножко хмельное. Густое. В Болгарии, если ездили, видели боза.
в Турции тоже есть. Şarap, вино и rakı, водка. Meyveler, фрукты. Карпуз. Обратите внимание, карпуз. Слышим с, пишем з. Арбуз, да? Üzüm, виноград. Kavun, дыня. Erik, слива. Şeftali, персик. Alma, яблоко. Армут, груша. Kireç, черешня. Вишня, вишня. Вишня, вишня. Dut, шелковица. Zerdeli, абрикос. Ашлама зердели, крупный абрикос, такой желтый, крупный. Ayva, ayva. Badem, badem, миндаль. Татар üzümü, крыжовник. Татар üzümü, крыжовник. Друзья, на этом nаш урок закончился. Dostlar, yeni laflar varsa okuyun, öğrenin, aklınızda kalsın. Temamızı anlamadınızsa 3. uroğu gene tekrar bakın. Yazdıklarınızı İslaca birkaç kere okuyun. Kulağınız alışsın. Sınaşın. Anlayın. Kendiniz de cümle kurun. Uşaklarınız varsa uşaklarınızla gagavuşça laf edin. Çünkü dil bizim zenginliğimiz. Dilimiz bizim varlığımız. Biz onsuz hiçbir yere gidemeyeceğiz. Biz onsuz hiç insan da sayılmayacağız. Dil olmasa bizi hiç kimseyi sevmez. Yabancılıkta yaşayan insanlar bunu pek iyi anlarlar. Hani dil mutlak lazım olsun. Hem de bizim dilimizi lazım verelim bizim uşacıklarımıza. Dilerim sizde hepsi olsun İslah. Ailenizde olsun sağlık, bereket. Ailenizde Gagavuz dili hiç susmasın, hiç bitmesin. Kalın sağlıcakla dostlar.